тут есть такая странная штука. Райисполком. Этот гарант закончился, несите нового. Стрелять их было не за что, а терпеть было невозможно. Люди кончаются. Это тоже важно, да? Вітаю, сябры, меня зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай глядальніцай, а таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Воля Луйка. Воля, вітаю. Привет. Напэўна, адзін з самых галоўных зрухаў, які адбыўся за апошнія некалькі тыдняў, гэта зрух у беларуска-амерыканскіх стасунках. У Беларусь прыехаў супрацоўнік амерыканскага дзярждэпу Крыс Сміт. Прыехаў не проста так, відавочна адбыліся нейкія перамовы з Лукашэнкам. Невядома, ці гэта першы раунд перамоваў глобальных паміж Беларусю і Амерыкай, ці гэта проста прамацванне глебы, пра што магчыма ўвогуле гаварыць, ці ёсць пра што ўвогуле гаварыць. Перамовы гэтыя былі абсалютна не публічныя. Мы даведаліся пра гэта фактычна выпадкова, так, з інсайда выдання The New York Times, якое напісала пра гэтую сустрэчу. Там не прысутнічаў міністр замежных спраў Ражанкоў. І самае цікавае, напэўна, увогуле, як гэтай сустрэча адбылася, таму што па ўсім выглядае, што рыхтаваў глебу для такой сустрэчы Валянцін Рыбакоў. Гэта муж Наталі Пяткевіч, але вядома ён не толькі гэтым. З 2006 года па 2013 год ён быў памочнікам Лукашэнкі, пасля намеснікам Макея. І з 2017 года ён увесь час працуе прадстаўніком Лукашэнкі ў ОАН. Чалавек не выпадковы, выглядае, што ў сённяшняй сітуацыі у Лукашэнкі гэта самы дасведчаны дыпламат на амерыканскім кірунку. Таму не проста так ён зараз з'явіўся. Выглядае, што ягонай галоўнай задачай ў бліжэйшы час гэта будзе арганізацыя нейкіх перамоваў. Что ты про все это думаешь? Да, интересно, что Рыбаков действительно карьерный дипломат, сделавший всю карьеру на американском направлении, там чуть ли не с 93-го года. Любопытно, что в Беларуси вообще есть еще хоть какая-то дипломатия и хоть какие-то иностранные дела, потому что последнее время это были в основном клоунские заявления, стендапы, в том числе на международных ООНовских площадках. Да? Называть это дипломатией было крайне странно, и заменить в этой ипостаси Рыженкова мог бы, кажется, буквально любой. Очень остроумно, значит, посылать всех, без всякого профита для Беларуси. Да? Ну, много зато заголовков. Здесь заголовков немного, заголовок фактически один, но 3 человека на свободе, и появились какие-то надежды и перспективы. Вопрос, да, это как в том анекдоте, да, доктор, я могу надеяться, ну, смотря на что вы надеетесь, да. С одной стороны, прозвучало то, что для многих неприемлемо и категорически неприятно, это приостановка санкций. Именно приостановка, а не отмена. Это важно. И этот пункт, я не думаю, что будет изменен. Да? То есть то, что а вот Лукашенко сделает, как обычно, всех обманет, нет. Я думаю, что будет все-таки защита на этот случай. То есть санкции, надеюсь, будут приостановлены, но не отменены. Речь шла о калии и речь шла о свифтах, снятии запретов на расчеты. Для Белоруссии, с одной стороны, это не решение проблемы, потому что проблема калия белорусского в том, что он прекрасно плывет по всему миру, ну, из Клайпеды. И гораздо хуже он плывет из Усть-Луги, которая дальше, которая замерзает, которая не такая глубоководная и которая в 16-м пакете санкций. Да, если где-то убудет, значит, где-то прибудет, санкции, в санкции Усть-Луга добавилось. Поэтому белорусскому калию физически легче не станет, но если уходят риски вторичных санкций за сотрудничество с Беларусью, то какие-то старые покупатели могут это сотрудничество возобновить. Да, логистические сложности остаются, но хотя бы нет угрозы попасть под американские санкции. Для многих это была проблема. Если уже даже китайцы начинали там косо смотреть на то, что это вот расчеты в долларах запрещены и так далее. Ну, то есть это для Беларуси облегчает ситуацию однозначно. Плюс это репутационно приятно. С тебя американцы сняли, присняли, немножко убрали санкции. Это звучит неплохо. Это дает шанс всем лоббистам отмены европейских санкций. А таких очень много. И здесь в Литве их тоже хватает. И яны уже активовались, наколькі мне Да, вядома. абсолютно. Они были активны где-то там год назад и пытались продавить все-таки снятие запрета на транзит через Клайпеду. На этом многие теряют большие деньги, Беларусь в том числе.
У Беларуси был свой терминал, я так понимаю, что сейчас он уже не белорусский. Но желание возить через Клайпеду есть. Это реально единственный нормальный способ доставить, допустим, калий в Бразилию на второй, третий ключевой рынок для Беларусь-калия. Это возможность не просто доставить, но и заработать на этом. Проблема всех этих вторичных санкций была еще в том, что они напрямую не цепляя, они предприятия или какие-то конкретные сделки, они просто удорожали все. И это тоже в моменте, а мы все равно доставим, а мы все равно привезем, а мы там ведром или вагоном все равно довезем. Вы довезете, но цена доставки – это не бизнес, да? Можно даже блоху подковать, но это не бизнес, это не конвейер, это не массовое производство. Сейчас, когда такие риски уходят, Беларусь даже на существующих поставках сможет заработать больше. Беларусь, режим Лукашенко или сможет. Сейчас вот много рассуждений на тему, хорошо это или плохо. Да? Ну, кому как, опять-таки. Если на выходе все-таки мы получаем освобождение заложников, скорее да. Ну, потому что тема неустойчивости белорусской экономики и чрезмерной привязки к России, она уже обговорена много раз. О том, что, ужесточая эти санкции, мы все-таки толкаем Беларусь в жесточайшую зависимость от России, это тоже обсуждалось. И увеличивать еще эту зависимость, ну, это спорно, это все дискуссионно, да. Но Мне здаецца, освобождение тут людей, вот важна это без дискуссии уже. Так, і мне важна, хто будзе ў гэтым спісе, так? Таму што мае сэнс, калі адпускаць усіх. Вот это ключевой момент, да. Все на всех, да, как у Лукашенко бывает, почти все на все, ну, почти все, ну, вот этих нет, а потом уже и не совсем все, а потом все, на кого я укажу, ну и так далее, да. Мы знаем, как он умеет динамить выполнение своих обязательств. Поэтому я надеюсь, что все в данном случае будет значить все известные, официально подтвержденные, хотя бы так. Я не очень верю в эти разговоры о том, что на самом деле там не 1224 человека, а на самом деле там 5000 или даже 6. Все-таки правозащитники очень отслеживают неплохо ситуацию, отслеживают не только со слов родственников и близких людей, тех, кто задержан, но и по расписаниям судов по всему. То есть даже без инициативы родственников это становится известно, когда человек получает приговор. До приговора это может быть неизвестно, но это все-таки десятки людей, а не тысячи, может сотни. Но не тысячи точно, и если пойдет речь об обмене, чтобы все известные люди, известные правозащитникам, а не в смысле известные, попали в этот обмен. Что интересно, уже звучит, и господин Шпаковский про это сказал, и такие тонкие намеки пошли, что этим людям придется уехать. Да, такая любопытная историческая параллель, как раз 100 лет исполнилось философскому пароходу, да, это высланные из Советского Союза лишние люди. Профессуры, историки, философы, там более 200 человек 5 рейсами были вывезены. Это то, что Троцкий назвал гуманизмом по-большевистски. Да? Могли бы расстрелять, вот. Но, как он сказал, что расстрелять их было не за что, а терпеть было невозможно. Да, драма наша в том, что среди наших политзаключенных много людей, которые не историки, не философы, которые просто пожилые, больные, замученные люди. Да? Это будет вопрос нашей ответственности, что и как мы будем с ними делать. Потому что большинство уехавших на том пароходе, они смогли... Кстати, это тоже не первая история. До этого еще был Красный Ковчег, из Штатов выслали в 2019 году, тоже не подошедших по идеологическим убеждениям, значит, сторонников России, Советского Союза. Вот. Поэтому в истории все повторяется. Я очень жду этот философский паровоз. Я думаю, что в нашем случае это будет паровоз, которым вывезут этих людей. Но да, это вопрос, что мы будем и как мы будем делать с этими людьми. Потому что если те люди смогли встроиться в новую жизнь, они были учеными, у них были компетенции, навыки, которые можно было
продать. Абсолютна. І мне здаецца, дарэчы, што ўвогуле на гэта не варта пагаджацца, калі ёсць такая магчымасць, таму што мне здаецца, што я магу уявіць, як там палова з гэтых людзей можа прыжыцца, так? Ведаюць мовы, маладыя, ёсць разуменне, чым тут займацца, але калі табе, не знаю, 65, і у цябе няма ні моваў, ні знаёмства, у цябе ў Беларусі дом, кватэра, всё жыццё там, всё, і цябе выкідваюць проста на мяжу, тыпу, ідзі, жыві, ну, што, куды, тыпу, дзе шукаць жытло, з кім жыць, як зарабляць? Слушай, ну это будет нашей зоной ответственности, да? Это не так интересно, как свергать режим или как вещать о чем-то великом, да? Это конкретных, допустим, 200 пенсионеров, не очень здоровых, не всегда адекватных. Часть из них путинисты. Как бы это ни было забавно, да? Я знаю нескольких ярых противников Лукашенко, они активные путинисты. То есть тебе такого человека вывезут на границу, и мы будем устраивать их жизнь. Да, ну вот так это работает. Да, я просто па шчырасці не магу уявіць вось гэты поток аўтобусаў з закладнікаў беларускіх, якіх вывозяць на мяжу з Европой. Я предлагаю товарными вагонами все-таки. Тут близко совсем, поэтому я надеюсь, ну хотя бы так. На самом деле история тех, кто остался, да, ведь вывезли не всех, да, там вывезли 200 с чем-то человек, выслали таким образом. Были еще списки, там был, допустим, украинский список, кого решили не высылать, чтобы не укреплять диаспору за пределами страны, контру не множить, а выслать их внутри Советского Союза, куда-нибудь подальше. Их судьба гораздо трагичнее оказалась. Так и тут. Ну, давайте забирать всех, да. Мы же не сможем сортировку устраивать, сказав, что, слушай, нет, давай. Не, просто это павінен быць выбор чалавека. Ну, ясна, што ёсць нейкія прынцыповыя асобы, так, дзе будзе стаяць пытанне, альбо ты сядзіш, альбо ты выязджаеш, але абсалютная большасць людзей нічым не замінаюць і ніяк не пагражаюць рэжыму. Ну, правда. Я абсолютно согласна, но почему-то вопрос стоит именно так, да. Ну, мне тоже любопытно, что там у Ленина с Троцким в голове было, почему они решили именно выслать, да, расстрелять не за что. Я вас умоляю, да, а чуть-чуть подкорректировать 2-3 статьи Уголовного кодекса, и вот уже есть за что. Ну, это же не так сложно, казалось бы. Ну, вот решили проявить гуманизм. Спасибо большое, забрали всех, и все они выжили, в общем-то. Это важно. Поэтому, ну да, я тоже считаю, что там старики, пенсионеры никакой угрозы режиму не несут. Вот. Если человек принципиально отказывается, такие тоже были, вот этот никарагуанский кейс, когда самолетом в Штаты их вывозили, по-моему, там из 220 то ли 2 человека отказалось, то ли ну, вот что-то вот примерно такое соотношение. Сказали, что нет, мы остаемся, сидеть остаются. Ну, это тоже право человека, с этим ничего не поделаешь. Вот. Но, конечно, гораздо нужнее они здесь. Дарэчы, я ведаю, што вось проста зараз па амерыканскіх такіх think-тэнках трампістаў, то бок такіх аналітычных цэнтрах ходзіць Яўген Брэгерман, які акурат лабіруе інтарэсы Лукашэнкі. Там не толькі адбельванне Лукашэнкі, так, што кшталту ён больш адэкватны за Пуціна, з ім прасцей весці перамовы, з ім лепш мець нейкія стасункі. Апроч гэтага, канешне, эканамічная палёгка, так, зняццё нейкіх санкцый, лабіраванне гэтай тэмы. Але больш за тое, ён як бы настойвае на такой вывадзе Беларусі з изоляцыі без лібералізацыі. І вось мне здаецца, што тут ёсць вялікая рызыка, таму што можна меркаваць, што Беларусь можа пайсці азербайджанскім шляхам, так, то бок адбудзецца такая азербайджанізацыя Беларусі, калі цяперашні стан рэчаў стане перманентным, стане нармальным, то бок наяўнасць палітвязняў у Беларусі, гэта окей, усе пра іх забудуць, незалежных СМІ ў краіне не будзе. То бок тое, што мы маем зараз, стане нармальнасцю новай, і Лукашенко выйдзе з изоляцыі. То бок для Лукашенко, для рэжыму все будзе окей, для людей все застанецца так, як ёсць зараз. Ну, по крайней мере, один посыл от американцев есть четкий, да, что с политзаключенными этой нормализации не будет. То есть для этого все-таки политзаключенных в стране быть не должно. Это прозвучало, ну, насколько в пересказе, конечно, но достаточно внятно. По поводу азербайджанизации, слушай, ну мы почти стали Приднестровьем, да? На этом фоне азербайджанизация выглядит уже как шаг вперед на самом деле, да? Все-таки субъектность Азербайджана, она имеется, да? Слушай, мы так выбираем, да, между Путиным и Лукашенко, между Азербайджаном и Приднестровьем, да?
Выборы вообще сложная тема, да, я ловлю себя на том, что мне, кроме выборов Папы Римского, результаты последних вообще всех выборов не очень нравятся. Как-то не получается системно выбирать адекватных людей, даже в развитых демократиях. Хотя, может, еще вот в Германии сейчас неплохо получится, но как-то вот, да, Трамп вообще подкосил, по-моему, саму идею массового голосования за какого-то отдельного гражданина, да, который придет и вас всех и наклонит, и не только. Вот. Ну, впрочем, история еще не закончилась, поэтому давайте пока не нагнетать. Пока мы имеем то, что имеем. Я не верю в то, что без остановки репрессий Лукашенко в этот раз удастся вывернуться. Удавалось, были случаи. Сейчас сомневаюсь. Я сомневаюсь и в том, что он сможет их остановить на самом деле. Это, пожалуй, единственный пессимизм, потому что в противном случае оптимизма было бы больше. Насколько Лукашенко управляет ситуацией в Беларуси, чтобы что-то остановить? Насколько он субъектен сейчас? Может ли он указывать своим людям в погонах? Мы не знаем, можем только смутно догадываться. Ну, по-хорошему, на самом деле, надо было бы завязывать, потому что 5-летний срок закончился, срок давности, по всем этим комментариям, лайкам, заканчивается. И можно начинать заканчивать эту тему. Но она не заканчивается. Она удобная, она комфортная, она прям как геноцид белорусского народа. Занимался бы и занимался, да? Поэтому это вопрос. Может ли он доказать всем, что он это может? Я не знаю. Да? Он взял паузу, он читает Скачановой стихи, он, значит, занимается коровами, он в комфортном для себя окружении вещает о всем хорошем. Замечательно, не наговорит лишнего. Для этого есть специально обученный Рыженков, да, который поедет и будет вещать какую-то, да, стендапы показывать. На самом деле, видишь, мы говорим об изоляции, но при этом и Рыженков поехал в Швейцарию, вот Конопатская отчиталась, что она с депутатами в Вене и так далее. Я не думаю, что это плохой сигнал. На самом деле изоляция опасна, изоляция превращает нас в Северную Корею, а это опять хуже, чем Азербайджан. Слушай, сейчас, мы начнем топить за Азербайджан. Нет, на самом деле не начнем, но как бы в любом случае изоляция – это не вариант. Изоляция – это все поездки в Россию, это все в одну сторону, все яйца там, и на выходе вообще никаких сколько-нибудь внятных перспектив. Поэтому пока для Беларуси все выглядит относительно неплохо, на самом деле. Я сохраняю сдержанный оптимизм. Все должно получиться. Если Лукашенко сможет. Если не сможет, извините. Тогда придется ждать физической кончины кого-то из. Мы все знаем примерно, кто должен закончиться, чтобы ситуация начала улучшаться. До речі, вось гэты выхад на першы план Рыбакова ў сувязі з новай сітуацыяй, нейкім пацяпленнем стасункаў з Амерыкай можа паставіць пад пагрозу крэсла Рыжанкова, таму што, можа быць, Лукашенко будзе больш выгадны Рыбакоў на пасадзе міністра замежных спраў, а Пяткевіч паставіць на чале адміністрацыю крутого прэм'ерам, і вось табе ўжо новы ўрад. Вырисовывается вполне логичная схема о том, что стул под Рыженковым шатается, разговоры идут давно. В своей ипостаси штатного клоуна он действительно легко заменяем. Это звучит неплохо, он для Белты, а для всего остального и его контактов в Польше, видимо, недостаточно для того, чтобы какие-то такие вещи лоббировать на уровне поляков, да? Потому что можно сколько угодно говорить, что это там Дуда или Туск или кто-то еще виноват, что по чёботу не могут достать. Ребят, с другой стороны, вы тоже не можете обменять, в общем-то, не очень вам нужного узника на что-то для себя важное и полезное. Поэтому процесс в любом случае взаимный. Да? Беларусь тоже хотела бы что-то получить от Польши. Где связи Рыженкова, который долгое время просиживал штаны в посольстве Беларусі в Польше. Але ён агулам увогуле 6 гадоў толькі ў замежжы папрацаваў, вось такі міністр замежных спраў у нас. Слушай, этого достаточно на самом деле. Ты думаешь? Почему нет? Почему нет? По нынешним-то временам, революционным. Вот. Но я думаю, что он легко заменим, тут вопросов никаких нет. Але пакуль ён быў у Польшчы, ён жа там так, не знаю, нечым вывеў сябе Польшчу, што пасля яны напісалі некую такую характарыстыку яму, што ў Румыніі яго ўжо паслом не ўзялі.
вывел из себя Польшу и Павла Латушка. Да, не будем эту скандальную историю вспоминать, да, хотя это тоже характеризует человека, чем он был занят в Польше. Поэтому схема с Рыбаковым, ну, опять, вопрос, в какой ипостаси Рыбаков больше понадобится. Пока он лучше на вот этой достаточно скромной должности представителя Белоруссии в ООН. Он постоянно в Штатах имеет возможность быть. Контакты, нетворкинг, нет вопросов. Это работает. Это как контакты, которые там были, допустим, у Владимира Ильича Семашко в России, да? Вам, может, он не нравится, он там старый, еще какой-то не такой, советский. Но, ребята, когда надо было ехать и слезно просить о ценах на газ, все знали, что Ильич сможет, да? Вот у всех остальных такого навыка не было, да? Куча молодых, куча умных, куча всяких, а талант, видимо, передали крутому этот. Потому что, да, Дмитрий Николаевич последнее время, я так понимаю, занимался этим достаточно чувствительным для Беларуси вопросом. Поэтому наличие таких людей исключительно важно, которые умеют удержать. Ну, на самом деле, я уверена, что и Головченко, если и уберут, то только потому, что он нужнее на том вот восточном векторе с оружием, которое он умеет продавать и которым, по-моему, он сейчас немножко подторговывает снова, ну, официально, естественно, но это звучит как премьер-министр немножко отвлекся от кулинарных шоу и поехал все-таки чуть-чуть поработать по специальности, в смысле нет, но поторговать оружием. Потому что его поездки в отдельные точки африканского континента, они выглядят так немножко... Ну, жирафа, конечно, поехал кормить, да, видос обошел все государственные СМИ, но мы же понимаем, что все-таки нет. Поэтому вопрос любопытный, конфигурация может такая сложиться, хотя я думаю, что пока она останется в моменте такой, какой останется. Тем более, что сейчас тектонические сдвиги надвигаются. Я надеюсь, что все-таки речь будет идти о конце войны, и могут поменяться еще какие-то внешние расклады, и это тоже повлияет на внутреннее. Трэба таксама, канечне, абмеркаваць і мюнхенскую канферэнцыю, якая паставіла на вушы проста ўвесь свет. Напэўна, беларускі складнік тут важны тое, што Зеленскі заявіў, што Масква рыхтуе 15 новых дывізій і плануе павялічыць колькасць салдат да 150 тысяч чалавек, а летам у Беларусі плануюцца новыя вучэнні, і Масква прывядзе сюды сваіх салдат. А мы памятаем, што 3 гады таму з Беларусі пачаўся напад на Украіну, увайшлі войскі з нашай тэрыторыі, і Зеленскі апелюе да таго, што сцэнар можа паўтарыцца ў нейкім выглядзе, і, можа быць, нават гэта не будзе напад на Украіну, а на Польшчу ці Літву, так? І я разумею, што задача Зеленскага ва ўмовах, калі Трамп хоча здаць Украіну Пуціну, алармаваць, так, і прымушаць Еўропу думаць пра сваю бяспеку самім і дапамагаць Украіне, таму што еўрапейская бяспека наўпрост залежыць ад вынікаў вайны ва Ўкраіне і вынікаў перамоваў, таму што будзе больш зразумела як бы будучыня. І калі Пуцін сыходзіць з усімі картамі на руках, так, з перамогай ва ўсіх сэнсах гэтага слова, так, то ясна, што новая вайна гэта не рэалістычны сцэнар. Гэта становіцца акурат вельмі рэалістычным сцэнаром. Да, безусловно, это так. Предпосылки для новой войны остаются. Но для меня однозначно, что завершение войны сейчас – это хорошо, как минимум потому, что перестанут очень большим количеством гибнуть люди, в первую очередь украинцы, защищающие свою страну. Да, действительно, предпосылки для новой войны будут, они всем очевидны. Никто не собирается, по крайней мере, в Европе, я этот запрос вижу четко, забивать на свою безопасность и говорить, что мы умиротворили Путина. При этом надо понимать, что если война продолжается, то риски нападения на другие страны, они тоже не нулевые. Да, мы вот как-то всегда говорим, что а вот мы сейчас закончим, да, а Путин поймет, и как набросится на нас. Ну, во-первых, мы точно знаем, что надо делать для этого, да. Мы 2% норматив на оборону не можем выполнить до сих пор. Хотя уже речь идет о необходимости 5% ВВП каждой страны НАТО на оборону. Ну, значит, придется это выполнять. Причем начинать сразу, не давать себе время на раскачку, сразу выполнять это не очень комфортное для большинства стран требование. Да? Ну, войну заканчивать однозначно надо. Это всем очевидно. Украина не может больше воевать. Украина
ну, как бы она может, да, там, а до лета она может воевать еще вот с остатками американской помощи, а потом еще на европейской. Слушайте, ну мы не считаем абсолютно жертвы. Да, мы считаем, сколько надо помощи, сколько надо докинуть на оружие. Ну, люди кончаются. Это тоже важно, да. Поэтому в любом случае окончание войны будет хорошей новостью. Хотя, честно скажу, что вот этой идеи, что Путин с Трампом будут на параде 9 мая вместе, ну, Трамп уже опроверг ее, но, честно говоря, так немножко триггернуло, да, победители. Вот, бог с ним. Сейчас, в моменте, для окончания войны нам нужен неприятный человек Трамп. Мы не собираемся успокаиваться на этом. Мы понимаем, что Европе надо самой отвечать за свою безопасность. В Европе остро стоит вопрос лидерства. Там Макрон может, не может, хочет, не хочет. Мерц что может. Премьер Великобритании. Ну, то есть сейчас есть абсолютно очевидный челлендж, и есть надежда, что должны появиться там Деголь и Черчилли, которые смогут на это ответить. Но то, что война закончится, это в любом случае хорошо, потому что иначе мы уходим в ту логику, а вот этих политзаключенных выпустят, а новых наберут. Ну, ребят, можно подумать, если этих не выпустят, то новых не наберут, да? Эти должны уже отсидеть, отмучиться, и тогда все закончится. Нет. Все продолжается. Так и тут. А пусть Украина еще повоюет, а мы еще пока поторгуемся, потому что нам что-то не очень нравится эта конфигурация. Ну, мне она тоже не очень нравится. Хотя Зеленский, честно говоря, превзошел мои ожидания. И то, что это договоренности со Штатами, видимо, они уже будут подписаны в ближайшее время. Надеюсь, к выходу нашего выпуска они уже будут подписаны. Потому Але що... просто глядзі, выглядае, што Трамп трапляе ў пастку сваіх уласных абяцанняў. Сказаў, скончу там за 24 гадзіны, за 3 месяцы, за 6. І атрымліваецца, што каб хутчэй скончыць вось гэтую непрыемную вайну для Трампа, ён гатовы аддаць Украіну вось цалкам. А можа быць, разам з Украінай яшчэ і Польшчу, Літву кшталту. Это твой рэгіён, разбірайся. І я павінна сказаць, што Польшча, Літва ўжо пра гэта думае, усур'ёз думае, што яны апынуцца таксама на стале разам з Украінай, дзе проста будзе сказана, што а цяпер это твоя зона ўплыва. А натаўскія войскі мы выведзем. І чаго мы тады чакаем, што Украінай будзе і Літва, і Польшча ўжо ў самай бліжэйшай перспектыве? Я понимаю, что 70 лет в НАТО привыкли, что у нас есть гарантия безопасности, есть американские войска, есть их обязательства. Ну, значит, придется быстрее собственными силами обеспечивать свою безопасность. Продолжение войны в Украине нам эту безопасность все равно не обеспечивает. И я сомневаюсь, что Трамп прям согласится на весь этот перечень безумных требований Путина. Хотя если он хочет добывать редкоземельные металлы где-то там с ним и получать алюминий, это welcome, пожалуйста, мы с этим ничего не можем сделать. Два Бармалея пусть между собой торгуют чем хотят, мы не можем на это повлиять. Мы можем обеспечить собственную безопасность, я надеюсь. Потому что иначе ну, тогда в чем ценность этого Евросоюза, если мы настолько зависимы от США, если мы не можем никак выйти на эти несчастные нормативы. Кстати, Польша их выполняет, и ничего, экономика растет, социальные обязательства выполняются. То есть нельзя сказать, что это прям так совершенно невозможно. Да? В любом случае, обеспечение безопасности будет приоритетом, и в это будут вкладываться деньги. Да. Потому что, конечно, за 3 года войны то, что Евросоюз не смог развернуть производство боеприпасов для Украины в достаточном объеме, ну, это, наверное, не очень хороший сигнал. Поэтому сейчас мы заканчиваем войну, но мы не расслабляемся, мы продолжаем, точнее, начинаем гарантировать себе собственную безопасность. Потому что слишком заход на далекую перспективу, слушай, ну, в конце концов, Трамп тоже не вечный, да? Вот у него сейчас всякие неприятные суды есть, да, вот ему уже требуют, чтобы он помощь там размораживал и так далее. Поэтому, ну, я верю все-таки в то, что система сдержек и противовесов в Штатах как-то заработает. Вот. Но если нет, надо готовиться. Але про 5% ти маєш рацію. Я читала аналітичну колонку філософа Петра Рудкоўскага, і ён акурат там згадваў про гэтыя 5%, тому што
Ягоная думка, што ў Еўропы ніколі не было плану перамогі ўкраіны. Ніхто не даваў столькі грошай, каб ва ўкраіны было дастаткова зброі, каб перамагчы. Атрымліваецца, што прыйшоў Трамп са сваім планам, і гэта адзіны план, які ўвогуле ёсць па ўкраіне. Просто что альтернативы них нема, потому что Европа не была еще вот готова Мерц укладывать даст столько. Ракеты, наконец-то, Таурус, которые Шольц давать категорически не хотел, ссылаясь, кстати, на мнение граждан Германии. В итоге он получил минимальное количество голосов, провалился. Ну, и я надеюсь, что все-таки это повлияет на какие-то решения. Реально побеждать Украине никто не собирался давать. Сейчас говорят, что уже там необходимый контингент европейских солдат в Украине, это какое-то очень большое невозможное число, там речь, по-моему, о 30 тысячах шла. Ну, ребят, значит, придется найти. Ну, иначе вашим президентом будет Путин, будет снова у нас этот самый Варшавский договор и так далее. Ну і так тое, што Мерц прыйшоў да ўлады ў Нямецчыне і хутка атрымае всю паўнату гэтай улады, дае надзею Еўропе, што, магчыма, у Еўропы нарэшце з'явіцца нейкі моцны лідар, які павядзе ўсіх за сабой, падасць добры прыклад, таму што ён акурат ужо заявіў пра тое, што трэба ўкладвацца ў абарону, трэба ўкладвацца ў еўрапейскую бяспеку. Да, похоже, что речь идет именно об этом. Ну, значит, остальные проекты придется затягивать пояса. Ну, чтобы не копать окопы под Варшавой, я думаю, что можно немножко подужаться и все-таки вложиться в то, во что необходимо вложиться. А там, глядишь, сколько лет уже Путину. Але трэба сказаць, што сама прамова віцэ-прэзідэнта ЗША Джэй Ді Вэнса выклікала проста буру эмоцый. Яна была прынятая проста як лёд еўрапейцамі, таму што ўсе чакалі, што амерыканцы прыедуць і заявяць поўную падтрымку Еўропе, поўнае разуменне пагрозы з боку Расіі. Аказалася наадварот. Прыехаў Вэнс і заявіў пра сваю падтрымку ультраправых у Еўропе, і што Еўропа стала ахвярай сваіх дэмакратычных каштоўнасцяў, і дэмакратыя ўвогуле не ў гэтым. І выглядала ўсё гэта вельмі дзіўна і нечакана з боку амерыканцаў, якія акурат былі заўжды слупом дэмакратыі, за які ўсе трымаліся. Вось аказалася ўсё зусім наадварот. І, наколькі я ведаю, акурат тую ролю, якую все чакалі, будзе граць там Амерыка, граў Кітай. І Кітай там выглядаў больш блізкім і зразумелым еўрапейцам і казаў пра тое, што трэба дамаўляцца, што так, ёсць пагрозы. А Амерыка гаварыла пра тое, што, магчыма, нам з вамі ўжо не па дарозе, і вам трэба перагледзець свае дэмакратычныя каштоўнасці на тое, наколькі яны дэмакратычныя. Слушай, уже даже в медиа шутят или не совсем шутят, что скоро мы в китайские фонды будем заявки подавать. Ну, просто потому, что это ближе всех будет к демократии и к ценностям, ну, традиционным ценностям здорового человека. Я видела много восторгов относительно этой речи. Знаете, вот если бы Вэнс сказал о проблемах американской демократии, это было бы логично, да? А приехать в Европу, рассказывать европейцам о проблемах с их демократией, ну, я могу приехать в Штаты и рассказывать им про проблемы с Трампом, да? Ну, это немножко странно, да? Давайте каждый будет все-таки за свои проблемы отвечать, хотя действительно в последнее время что-то столпы зашатались, да? У Лукашенко вон вертикаль никак не отстраивается, да, там то ей ВНС мешает, то еще что-то, говорит, надо же как-то законопроектов не напринимать, чтобы она там чехарты не устраивать, да, а у Трампа, видишь, столб демократии поломался, то есть что-то со столпами в последнее время незадача какая-то. Вот, поэтому, да, ну, с гарантами так бывает, да, гарантии истекли. Этот гарант закончился, несите нового. Я надеюсь, что следующие выборы в США тоже пройдут иначе. Какие-то выводы из этого всего будут сделаны. Да? Если вы претендуете на мировое лидерство, то это определенные издержки для вас несет. Если ничего личного, только бизнес, если вы успешный девелопер из Нью-Йорка, да, это, как там Трамп Лукашенко этого Зеленского назвал каким не очень удачливым комиком или что-то такое. Да? Средние руки. Да, средние руки, да. Ну, так вот, не очень удачливый девелопер из Нью-Йорка тоже, в общем-то, такой себе вариант. Да, и тогда придется делать выводы из этого и в команде знатоков замена. Тем более, что возраст, опять-таки, всех этих странных людей, он, слава богу, уже достаточно пенсионный. Я надеюсь, что тут естественные причины будут на нашей стороне. Хотя в Германии, видишь, вопросы лидерства как-то решились, и несмотря
на успех АДГ все-таки он оказался очень относительным. До речі, Рыжанкоў на пасяджанні Рады па правах чалавека ў Жэневе цалкам паўтарыў тэзісы Джей Ді Вэнса, агучаныя на венгерскай канферэнцыі. То бок намацалі беларускія дыпламаты тренд і зараз будуць выстаўляць сябе проста партнёрамі Амерыкі і галоўнай дэмакратыі сусветнай. Так што вось мы зараз у гэтым трендзе будзем. Абсолютно. На самом деле у меня была всегда такой вопрос, да, вот, а если все-таки в эту политику добавить чуть-чуть бизнесового подхода в плане вот эффективности, да? Пока, честно говоря, идея так себе, да, жаль, что она на таких масштабах сразу реализовалась. Я все-таки за эксперименты в песочнице, да, а не в масштабах целой планеты, да. Но я не удивлюсь, если Трамп реально начнет добывать что-то вместе с Путиным, да. У девелоперов из Нью-Йорка такое случается, да, ну, просто бизнес. С другой стороны, слушай, ну, бизнес ведь он всегда достаточно циничен, да. Это тоже можно затронуть эту тему. 3 года войны, и куча европейских бизнесов, и американских, и евросоюзовских продолжает благополучно работать в Беларуси. Все у них хорошо, никаких триггеров нет. С другой стороны, вспомним историю. Сотни американских концернов работали в Германии до 1941 года, до начала войны, до вступления их страны в войну. То есть ни 1938-й, ни 1939 год ничего не триггернуло, абсолютно только бизнес. И сейчас работают, зарабатывают. На вопрос, почему, как? Потому что нет возможности уйти. Уйти можно только оставив все. Ну, как-то это совершенно не бизнесовый подход, уйти, оставив все. Причем в Беларуси там дисконт большой, но он все-таки там меньше, чем в России. В России можно фактически продать актив за 40% от его цены, не больше, и заплатить еще 35% в бюджет надо. Да, то есть фактически ты можешь продать за копейки. У тебя останется право обратного выкупа по рыночной цене. Да? Слушайте, надо быть очень рисковым человеком, чтобы потерять все, и даже если закончится война, вернуться, чтобы по рыночной цене выкупить то, что у тебя отжали за копейку. Ну, посмотрим. Но бизнес циничен, и в этом, наверное, в этом его сила. Сейчас для меня это выглядит несколько сомнительно, да? На самом деле вопрос действительно неоднозначный. Мы спрашивали у правозащитников Белорусского Хельсинского комитета, как это вообще с правами человека, вот с этими всеми разговорами. Сложно. Ну, на самом деле сложно. Но сказать, что это однозначно нарушение этики, мы не можем. Все-таки за права человека отвечает не бизнес, а государство. Да? Нельзя обязать кого-то просто без ничего взять и уйти из Беларуси, потому что Беларусь – это плохая страна. Да, есть бизнесы, которые специально ищут такие мутные юрисдикции, чтобы в них вести бизнес, ну, так, как им удобно вести, да? Вот, чтобы там какие-нибудь, как в прошлые времена, да, слепые китайские дети шили тебе что-то в подвале, да? Мы говорим о бизнесе цивилизованном, который работал честно, который нес в Беларусь свою культуру, свои практики и так далее. І больш за тое, мне реально будзе больш спакойна за чалавека, які будзе працаваць у нямецкім прадпрыемстве. У яго не будзе вось гэтых праблем з аддзелам ідэалогіі, супрацоўнікам па бяспецы, которага даслалі з КДБ, не будзе нейкай вось гэтай абсалютна сюррэалістычнай павесткі навязана, не трэба будзе хадзіць са сцяжкамі, махаць, калі скажуць. То бок ты можаш проста працаваць у добрых умовах, атрымліваць добры заробак і пры гэтым заставацца, ну, не здраджваць сабе сваім каштоўнасцям, так? Калі, напрыклад, ты не падтрымліваеш Лукашенко. Но видишь, сейчас в Беларуси людей из черного списка на такие иностранные предприятия тоже не берут. Хотя, в принципе, вот большой белорусский бизнес, я спрашивала, там, много ли было увольнений, они сказали, что там пришлось уволить несколько человек, взяли их в свои же компании в другой юрисдикции. То есть человек остался работать там же, ну, просто у него в трудовой сейчас он там сотрудник там, российского предприятия такого-то. То есть даже это можно обойти.
И мы можем вспомнить дилемму, которая очень активно обсуждалась в 2020 году, Беларусь-Кали и их лучший контрактер европейский и вообще лучший Яра норвежская. Уходить или не уходить? Нарушаются права рабочих в Беларуси. С другой стороны, есть позиция официального профсоюза, которую тоже нельзя не учитывать. Она тоже отражает позицию какой-то части людей. Были сложные переговоры, были попытки какого-то диалога, да? Были попытки остановить, в конце концов, и увольнение сотрудников, и другое нарушение прав сотрудников предприятия. Это тоже было важно в том моменте. Да, в итоге она ушла из-за санкций, но момент диалога, попытка его, это было важно, ну, для людей в том числе, потому что была надежда, что все-таки контракт этот удастся сохранить. И опять, нам всегда кажется, что вот это какая-то игра с нулевой суммой, да, если Беларуси стало плохо, значит, там хорошо. Мы не очень понимаем, я просто не вдавалась в подробности, кто забрал эти объемы. Это может быть кто-то, кто нам тоже не понравится. Так часто бывает, да, нам лишь бы нанести какой-то ущерб Республике Беларусь, да, это кажется, что, ну, вот, чем хуже, тем лучше. Ну, нет, это не всегда работает. Поэтому от бизнеса можно требовать то, что можно, а чего не можно от него требовать, ну, на то он не рассчитан. Хотя, конечно, вот эти высокие идеалы гуманизма – это, безусловно, ценная штука, и когда бизнес может себе позволить это, я надеюсь, что такой вопрос будет стоять, потому что иначе мы получаем Илона Маска, который творит чудеса, все чудесатие и чудесатие, да. Посмотрим, что у него получится. Але перш чым мы перайдзем ужо на ўнутраныя справы, давай скончым з амерыканскай павесткай, таму што там ёсць яшчэ адзін вельмі важны складнік, гэта тое, што Трамп не толькі назваў Зеленскага сярэднім комікам, а яшчэ і ледзь не дыктатарам, пры гэтым адмовіўшыся Пуціну называць не агрэсарам, не дыктатарам, увогуле Пуцін у нас паважаны чалавек. І я разумею, што хутчэй за ўсё гэта робяць, каб падвысіць шансы на поспех перамоваў з Пуцінам, так, і не злаваць дзеда яшчэ аднаго. Вось. Але выглядае гэта ўсё максімальна дзіўна, пры тым, што заяўляюць публічна пра нейкія 4% падтрымкі Зеленскага ва ўкраіне, што проста абсурдна ўзята з галавы і ніякім чынам не пацвярджаецца у сітуацыі, калі краіна ў вайне, настойваць на правядзенні выбараў, калі мы разумеем, што любыя выбары гэта суперуразлівасць для любой краіны, а Ну, это физически невозможно в воюющей стране. Абсалютна. І нават калі б гэта было магчыма, нават у нармальнай сітуацыі ўсе выбары выкарыстоўваюць все ворагі дзяржавы для того, каб прабрацца туды, пракрасца, навязаць нейкія тэзісы, прывесці сваіх людзей. Відавочна, што Зеленскі не надта падабаецца Трампу і Пуціну як перамоўшчык, яны б хацелі кагосьці больш згаворлівага, які б усе рэсурсы ўнутраныя ўкраінскія аддаў Амерыцы проста бестэрмінова на ўсе гады, на ўсе часы. І Пуціну аддаў бы украінскія землі, якія Пуціну толькі захочацца. Вось. І Зеленскі завочна на ўсё гэта не пойдзе, і таму ён яшчэ не страціў давер украінцаў. Па-ранейшаму яго 57% даверу. І гэта ў сітуацыі, калі 3 гады цягнецца вайна, калі многія іншыя чыноўнікі украінскія сябе дыскрэдытавалі праз там нейкія карупцыйныя схемы ці здзелкі з Расіяй, Зеленскі па-ранейшаму трымаецца, у яго выдатны рэйтынг. Абсолютно. Тем более все-таки успешные переговоры с Трампом по выкидыванию из договора, который подписывается сейчас по полезным ископаемым Украины, по фонду, все-таки самые одиозные пункты из него исключены. В первую очередь, благодаря настойчивости Зеленского, благодаря его четкой однозначной позиции. Да, удивительно, конечно, насколько синхронно заявления Путина и Трампа относительно Зеленского были, да. Особенно смешно про то, что рейтинг у Залужного вдвое больше, чем у него. Это, видимо, 8%. У кого все остальное совершенно непонятно. Я не думаю, что Залужный им понравится больше. Но просто им очень важно сбросить Зеленского, да. Вот. Он опять-таки молодец, хорошо сказал, что я готов уйти, если это надо будет. В общем, держится он красиво, никаких претензий у меня нет. Хорошего выхода у него нет, в этом проблема, да, ему придется это подписывать. Потому что войну надо заканчивать, потому что реально оружие победы ему не даст никто. Ни Штаты, ни Европа, никто. Ну, значит, Путин нам good enough, если мы не готовы его побеждать. Ну, значит, работаем с тем, что есть. Бережем украинцев, строим европейскую безопасность.
обозначаем гарантии безопасности Украины, потому что очень смешно, как Макрон делал несколько заходов Трампу, что а как же безопасность Украины, как же гарантия безопасности? Ну, Макрон, ты сделал все, что мог, значит, ты будешь гарантией безопасности Украины. Давайте считать свои ресурсы, давайте рассчитывать на себя в большей степени. Ну, пока как-то так получается. Ты кажаш Макрон, і я одразу бачу гэты фотаздымак, дзе Макрон няшчасны На сядзіць углу. там да, на вуглу стола, вельмі незручнай пазіцыі побач, значыць, з цяжалавесам Трампам. Зараз мы даведаліся, што жыллёвая палітыка ў Беларусі да 2030 года прадугледжвае знос хрушчовак ненавісных, так, многім, і перасяленне людзей у вёскі. Что ты про это думаешь? Я не очень верю, что переселение будет прямо в деревне, потому что, чтобы переселить кого-то в деревне что-то должно быть построено, куда, собственно, вы этих всех людей планируете переселить. Меня больше всего смутила позиция до 2030 года. Уже на минуточку 25 год. А насколько я в курсе таких проектов по расселению, по сносу ветхого жилья, они очень долгосрочные. Они планируются за 20-25 лет до непосредственно события. Потому что надо понимать, кого, когда, куда и за какие деньги мы поселим. То есть должна быть какая-то схема, когда государство или что-то построит и туда привезет жителей из расселяемых домов, или государство выкупит по рыночной цене жилье у собственников и предложит потом их снос и площадку под ними какому-то инвестору. Говорят, допустим, что в Берлине сейчас можно где-то за 350 тысяч евро купить пятиэтажку, снести и на их месте что-то построить. Она уже расселена, естественно, без жильцов ты ее купишь, но схема работает таким образом. Возможно, схема как в Москве, когда поблизости от сносимых пятиэтажек строятся дома, куда жители этих пятиэтажек переселяются. Там расстояние от сносимого объекта до нового там 500 метров, километр, то есть кому как повезет. Другой вопрос, насколько люди оказываются довольными. Потому что москвичи, допустим, были в шоке, что вместо 14 снесенных пятиэтажек этих жильцов поселили в одно 33-этажное здание. Им обещали, что квартиры будут давать нам до 14 этажа, оказалось, что до 33-го. И это множество проблем вызывает у людей. Не все готовы, не все хотят, не всем хватает квартир нужной площади. Обычно интерес в переселении не только в том, что ты получаешь новое жилье, а в том, что ты получаешь жилье большей площади. Допустим, в Москве плюс 20% тебе дают бесплатно. То есть вместо твоей 30-метровой однушки тебе дадут там почти 40-метровую однушку. И, в общем-то, понятно, плюс в твоем районе, понятно, в чем интерес человека. Ну, так количество недовольных человеков оказалось очень большим. Но в любом случае это проект на десятилетие. Это не до 30-го года, это очевидно, и пока непонятно, в каком виде государство хочет реализовать эту концепцию. Хотя, безусловно, я согласна с тем, что пятиэтажки, хрущевки в Беларуси, они морально и физически устарели, и единственное, что с ними можно сделать, это снести, потому что никакой капремонт их однозначно не спасет. І маё пытанне, канешне, гэта з вёскамі, так? То бок, куды вы збіраецеся перасяляць людзей? Таму што калі гэта будзе так, як гэта агучваецца, так, то людзям з гарадоў, напрыклад, будуць прапановваць пераехаць у Задрыпінск, дзе, можа быць, жыве 2,5 чалавека, няма ніякай інфраструктуры, ніхто не будзе гатовы вазіць сваіх дзяцей у школы за 5, 10, 15 кіламетраў, як бы мы ўжо не ў тым часе жывём, так? Ну і асноўнае гэта пытанне асяроддзя, так? То бок, што я буду рабіць на вёсцы? Чым я буду займацца? Чым я буду карміць дзяцей? Мне здаецца, што гэтыя пытанні будуць вельмі важныя, і на паперы іх можа ўсё гэта прыгожа выглядаць, а ў рэальнасці, ну, я не ведаю, што ім трэба прапанаваць людзям, каб тыя прамянялі горад на вёску сёння. Слушай, ну, я не верю, что это вообще возможно. Я думаю, что могли что-то не так понять, потому что фактически, ну, хорошо, одно дело, ты переселяешь даже там семью с ребенком, сад, школа, поликлиника и так далее. Ну, а если ты пенсионерку, собственницу, переселяешь в деревню, так ты ей там обеспечь и почту, и больничку,
и магазин, и прям совсем в пешей доступности, потому что пожилой человек не будет далеко ходить. Ну, нет. Ну, опять, когда ты говоришь о таких чувствительных вещах, надо сразу начинать с важного, да? Надо слона продавать красиво. Не так, как с городами-спутниками, да, где вы построили на отшибе не самого благополучного города в относительной близости от Минска 3 мопидовских панельки и говорите, ну, налетай. А на что там налетать? Ну, какому нормальному человеку надо на отшибе Смолевичей панелька мопидовская? Ну, посмотрите на польские города-спутники, где множество людей хочет из Варшавы куда-нибудь, даже в район Минска-Мазовецкого. Да? Ну, что 40 минут на электричке городской. Прекрасно зато. Точно такие же жилые комплексы, как в Варшаве. Безбарьерная среда, консьержи, детские площадки, закрытые территории, тренажерные залы, детские комнаты игровые. Все прекрасно. Высокий стандарт, по белорусским меркам очень высокий стандарт. Вот это город-спутник, да. Рядом будут прекрасные магазины, все штатно, все под контролем. Те мопидовские панельки, я надеюсь, их сейчас уже продали, но с ними были большие проблемы просто за очевидной неприглядностью этого проекта. Что получится с выселением-переселением? Это очень чувствительный, болезненный вопрос. Даже ресурсная Москва с ним справляется сложно и со скрипом, не все довольны. Поэтому надо готовиться к тому, что это будет достаточно триггерной темой для тех, кого вы попытаетесь выселить. И вопрос, кто будет застраивать эти территории, потому что пока я вижу два явных кандидата. Это Мопид с их убогими панельками или Дана с их замечательными человейниками. Я ничего против человейников не имею абсолютно. Мне такой формат жилья ок. Но далеко не всем он ок. Особенно тем, кто живет, привык жить в малоэтажных домах, где им было, в общем-то, как они считают, уютно. Ну, я считаю, что жить в таком жилье в 21 веке – это уже прям плохо. І мені здається, що ще, коли таким чином спробують вирішити питання з вёскай, з тим, што адток людзей просто бясконцы з вёсак ідзе дзесяцігоддзямі і працягваецца, то гэта не тое пытанне, якое можна вырашыць за 5 гадоў, так? Таму што я разумею, што ў Германіі, напрыклад, больш прэстыжна жыць у сваім доме, чым у чалавейніку, так, як ты кажаш. Просто таму, што у цябе ёсць свая зямля, свая тэрыторыя, машына добрая, так, добрае месца, прырода, клас. Але ў беларускім кантэксце ты не асацыюеш прыватны класны асабняк прыгожы з вёскай, так? То бок у нас гэта што? Заняпад, алкагалізм, поўная адсутнасць інфраструктуры, аўталаўка, да? Адсутнасць школ, садкоў і так далей. І суседзі пенсіянеры, так? І маладых людзей прымусяць пераязджаць, павінна быць нейкая матывацыя. І я да таго, што гэтая праблема ёсць, што ў Беларусі сапраўды там часта можна пачуць, там жыве адзін Мінск, так? Што цэнтр вось так высмоктвае не толькі з вёсак, але яшчэ з усіх гарадоў людзей у Мінск, так? А гарады высмоктваюць там са сваіх абласцей людзей у цэнтры, якія там ёсць. Таму што гэта пытанне інфраструктуры. І ты не вырашыш гэта ні за 5 гадоў, ні за 10, ні за 20 навак. Ты павінен вырашаць гэтую праблему перманентна, ствараць там умовы, пры якіх для людзей гэта будзе больш выгадна, больш камфортна. Але я не бачу ў беларускай сістэме, у беларускай сітуацыі нейкіх такіх магчымасцяў, фінансавых магчымасцяў, каб разбудоўваць гэтую структуру. Ключевой вопрос – это деньги, потому что в Москве эта программа очень дорогая. Как минимум вначале надо построить, а потом сносить и предлагать инвестору. Можно привлечь инвестора, но мы знаем, что в Беларуси сейчас острый дефицит инвесторов с собственными деньгами. Про школы хочу таксама з тобой паговорыць. Недавно міністр адукацыі агучыў цікавую лічбу, што ў Беларусі засталося толькі 7 прыватных школ. А трэба разумець, што зусім нядаўна толькі ў Менскай вобласці іх было больш за 50. І выглядае, што проста прыватную адукацыю знішчылі за гэтыя гады ў Беларусі. Да, еще одной жертвой массовых репрессий стало частное образование. До 22 года оно еще как-то дотерпело, пока сражались со СМИ и с НГО, но в 22 году все-таки прилетело и частным школам, ввели лицензирование, которое не пережило подавляющее большинство школ, кроме отдельных, видимо, оказавшихся чем-то полезным. Надо же, в конце концов, собственных детей где-то учить. Лукашенко достаточно жестко тогда выступил, сказав, что какая-то антигосударственная клоака
сильно возмутившись, я уже не знаю, что именно он там нашел в этом несчастном смарт-скуле, вот. Но, в общем, оказалось, что какие-то несовместимые с жизнью прегрешения у системы образования белорусской, частной, все-таки есть. Поэтому сейчас она осталась только для самых-самых избранных. Дети оказались в крайне сложной ситуации, им в течение месяца пришлось переходить в обычные школы. Надо понимать, что частные школы посещали много детей у состоятельных родителей, детей в чем-то талантливых, детей с особенностями. Это тоже важно, потому что малоформатные классы, более подготовленные педагоги. Это полезно было и важно для многих детей. Многие родители держались за это и, принимая решение об отъезде, в том числе о вывозе детей, говорили в том числе о потере возможности для образования в комфортной среде. Все-таки люди привыкли получать многие услуги за деньги и другого уровня. Да? Лукашенко может там запретить частную медицину. Да? Но я боюсь, что множество белорусов, допустим, не готовы пойти уже в государственную стоматологию. Вы мне можете говорить, что там очень хорошо, что там все вот точно так же, да? Я примерно знаю, сколько на меня тратит времени мой стоматолог. Это как 3 приема у государственного стоматолога. Он не будет тратить столько времени, такие материалы и так далее. Люди привыкают к определенному уровню комфорта, сервиса, хотя в случае с образованием я бы это не называла так. Надо, кстати, еще сказать, что кроме частного образования пострадали и репетиторы. После того, как семья Левианта оказалась за решеткой, в общем-то, досталось им тоже крепко. Да? Видимо, в том числе и потому, что их услуги нарушали государственную монополию. Да? Белорусское государство решило, что у нее будет не только монополия на насилие, но и монополия на несение прекрасного, доброго, вечного. Посмотрим, как у нее это получится, но реально это стимул для многих выбрать для своих детей иную траекторию. Это важный момент. Частное образование – это всегда очень такой триггерный момент для многих родителей. Те, кто его может позволить, хотят его позволить. И можно сколько угодно публиковать в газете «Беларусь сегодня» гигантские программные статьи Андрея Савиных о том, как ужасно, просто богомерзко устроено элитное образование в Великобритании. Он, видимо, хорошо об этом знает. У него дочка в Лондоне работает и училась. Поэтому он очень хорошо знает, как устроены элитные школы в Британии. Но давайте не путать элитные школы с каким-то отбором, с каким-то продвижением детей с особыми потребностями, с особыми талантами и так далее. В Беларуси с этим борются последовательно. Лицеи не нужны, гимназии не нужны. Уравниловка тотальная. Именно. У нас единый формат, единый стандарт, единый образец. Ну, как бы это очевидно абсурдно. У детей разный темп, разные способности, разные таланты, и должны быть возможности и частного образования, и продвижения талантливых, мотивированных детей в иных формах обучения. Да? А мы можем показать по телеку МВДшную съемку талантливого студента химфака, который будет рассказывать о том, как он исправился, отсидел, и сейчас устраивается в строительный магазин. Потому что талантливые химики в Беларуси не очень нужны. Ну, его, впрочем, обещают восстановить вроде бы. Я надеюсь, так и получится. Да? Мы готовы поломать человеку жизнь, оставив себя без талантливых ученых. Ну, потому что нам удержать монополию, избежать вольнодумства важнее, чем все остальное. Важнее динамики, важнее развития. Важно, чтобы все ходили строем, желательно в пилотках, в этой вот всей этой милитаристской повестке. Если без этого уже получается, что как там это антигосударственная клоака. І гэта зноў жа такое савецкае мысленне, калі нам трэба ўсе аднолькавыя вінцікі для нашай сістэмы, каб яна гладка працавала. У Амерыцы, напрыклад, наадварот, там вот у мяне ў знаёмай унук у Амерыцы ў школе вучыцца, і яна расказвала калісьці, што ён даволі таленавіты, і як працуе амерыканская школа, абсолютна звычайная школа. Яго заўважылі на ранніх этапах і пачалі прасоўваць. То бок яго заўважаюць настаўнікі, вылучаюць яго, ствараюць для яго умовы, пры якіх ён
можа рухацца хутчэй, чым астатнія. І пасля дзяржава яго на ўсіх этапах падтрымлівае. І калі ты так даходзіш да, напрыклад, старэйшых класаў школы, то ты можаш прэтэндаваць на бясплатнае навучанне ў топавых універсітэтах. То бок цябе ад пачатку да канца вядзе дзяржава, яна табе гарантуе бясплатнае навучанне, калі ты таленавіты вучань. І пасля атрымлівае класнага кадра для сябе, для дзяржавы, для будучыні, таму што дзеці гэта будучыня, і ясна, што яны ўкладваюць грошы у будучыню сваёй уласнай дзяржавы. А ў Беларусі не, нам трэба всіх зарубіць на старце, так, каб все ровненько тут вот ніхто не вылучаўся. Проблема только в том, что винтики нужны были экономике 70-х. Сейчас нужны другие люди. Іншыя падыходы, абсолютно. Креативное решение. Абсолютно. Чего нет, того нет. На самом деле, я думаю, что сейчас примерно то же самое пытаются с частным бизнесом сделать, что с частными школами, да? То есть это вроде было можно, но Министерство образования чувствовало, что что-то оно немножко, как-то оно недостаточно какое-то влиятельное, да? То есть какие-то люди чему-то учат, что-то это как-то вообще неправильно, да? Так и тут райисполкомы получили вот буквально там неделю назад гораздо большие полномочия по влиянию на частный бизнес. На самом деле райисполкомы всегда имели достаточно большое влияние на частный бизнес. Я помню свою беседу с одним очень крупным топ-менеджером, иностранцем. Не буду говорить предприятие, потому что человек не в Беларуси, слава богу. Я уточнила на всякий случай, думаю, мало ли, еще посадят. Да. Он рассказывал о том, как он сделал такое замечательное предприятие. Вот собственник, отношения классные, коллектив, значит, все самое. Но, говорит, с непередаваемым акцентом, дико вращая глазами, слушайте, говорит, тут есть такая странная штука, райисполком. Он так по слогам, потому что ему сложно это дается. Понимаете, говорит, это такие люди, которые почему-то лучше меня знают, какую технику мне покупать, какое оборудование, когда что сажать, сеять. Я думал, меня для этого наняли. А оказывается, есть райисполком. И именно он мне говорит, когда это делать. Я ему говорю, чувак, у меня собственник есть. Нет, это другое. Да? Так вот сейчас это официально. И, в общем, и так будет по всем фронтам, да. Про бизнес так само хочу с тобой поговорить, потому что аккурат недавно Лукашенко собрал на такую нараду значных бізнесменаў. Так было, прынамсі, заяўлена. Але вядома, што самая значная сярод усіх там была самая заможная жанчына Расіі. Гэта ўласніца Wildberries сеткі Тацяна Кім. І выглядае, што ўвогуле весь гэты спектакль гралі менавіта для яе. І цікава, што у праўладных СМІ разляцелася, напэўна, толькі адна цытата Лукашэнкі з гэтай нарады. Кшталту, ніхто у вас бізнес не адбярэ, ніхто вас нахіляць не будзе, дзяліць нешта не будзе, гэта я вам гарантую, але дзяржаўны інтарэс перш за ўсё. Карацей, месседж быў, маўляў, Лукашенко заявіў, што з бізнесам все добра, ніхто не будзе іх там нахіляць і даіць. Але калі паглядзець іншыя цытаты з той жа самай нарады, то там паралельна гучаць вельмі розныя месседжы. Напрыклад, вы не святыя, і мы на вас, як на абразы, маліцца не збіраемся, так? Калі яны нешта недзе зрабілі не так, то у нас шмат свабодных месцаў у турмах. Альбо у нас няма недзяржаўных прадпрыемстваў. Вот кажа табе Лукашенко на планёрцы с приватниками, например, так? Вот Татьяне Ким. Лукашенко мастер противоречивых посылов, да, главное слушать полностью, потому что складывается ощущение полного сюра, да, он одномоментно и заигрывает, и пугает, и обещает, и угрожает, и вот это и жесточайшую поддержку обещает, и да, по поводу не святые, кстати, слушайте, сами не святые, поэтому давайте уже оставим святость в покое. Белорусских крупных бизнесменов там не было. Любопытно было бы узнать, почему. Я понимаю, почему им там не очень хотелось быть явно. Но роль белорусских крупных бизнесменов выполняли лукашенковские любимые бизнесмены, типа Пошснаба, Спартан Агро, который яблоки выращивает и всех уговаривает голосовать правильно за Лукашенко на марафоне единства. Вот что такое порядочный бизнесмен, понимаешь? Вот примерно так это сейчас выглядит. На этом фоне, конечно, Бакальчук – это человек, построивший очень крупный бизнес. И я не верю, что Лукашенко мог, пытался или хотел ее запугивать. Ее пытались запугивать ее бывший уже муж с Кадыровым. Это
страшнее Лукашенко, я думаю, ее за руку привели к Путину, и ее влияние в России достаточно велико. Ее влияние на белорусскую экономику, на белорусские возможности продажи своих товаров и в России, и в Белоруссии, ну, важнее в России, очень велики. Потому что это несколько миллиардов рублей продаж белорусских товаров. Это инструмент доступа на российский рынок, который, ну, на самом деле, если вы его потеряете, то Ким потеряет там, сколько там, 6-8% своего оборота за счет утраты белорусского рынка. Беларусь потеряет заметно больше. Тем более на их место придет не маркетплейс какой-то условной белпочты, а маркетплейсы китайские. Поэтому взаимное, знаешь, как в том анекдоте, да, доктор, мы же не сделаем друг другу больно, да. Ну вот я не думаю, что Лукашенко будет делать больно Татьяне Ким. Тем более, что она инвестирует больше 100 миллионов долларов в логистический центр под Минском, и это очень большие объемы. Таких инвестиций в Беларусь мало кто рискует в последние годы делать. Я думаю, что он будет очень заинтересован развивать это, безусловно, плодотворное сотрудничество. Но подборка людей на совещания и посылы были исключительно противоречивые. Исключительно. Что он хочет от бизнеса, мы все примерно поняли. Да. Частного бизнеса в Беларуси нет. Прибыли в твоем распоряжении тоже, в общем-то, нет. Ты рискуешь. Любое потраченная твоя собственная прибыль, это может посчитаться нецелевым использованием ее. Зараз Наталя Качанова принесла Лукашенку вірш недавно, рукапісны. І виглядає гэта все вельмі цікава, тому што ясна, што Наталя Качанова апошнім часам зусім мала паказваецца ў прэсе, усе пра яе ўжо забылі, абмяркоўваюць Пяткевич, Крутога, Галоўчанку, каго заўгодна, толькі не Наталю Качанову. Ведаеш, выглядае, што яна просто вось прынесла штосьці Лукашенку, типу, я тут, я яшчэ тут. Слушай, она не нашла себя. Вот Головченко, заметь, он там и с половником нашел, и с жирафами очень няшный. А Наталья Ивановна как-то потерялась в новом этом самом контексте. Ну, хотя бы попросить кого-то написать более или менее приличные стихи можно было. Я думаю, что даже в администрации кого-то дернуть за хвост и попросить там слово «галочка» срифмовать У меня красиво. выписано одно чатырохрадкоўе. Каб жила Беларусь, каб квітне родны кут, ты свой выбор зрабі, пастаў галочку тут. Да. А если ты поставишь галочку не тут, то все может... Да, Голова с плеч. Да, вообще. Слушай, вообще это в Беларуси сейчас очень важно, да, лайки, комменты ставить ровно в нужное место, да, потому что там чуть-чуть отвлекся и случайно клюкнул не туда и на 3 года присел, да, что очень печально. Да, поэтому Наталья Ивановна потерялась. Нет былого энтузиазма, нет былого влияния, как-то мрачное лицо, в общем... Что я чекаю, як ты думаешь? Ну, я не знаю, слушай, ну, не вернется она в Новополоцкий водоканал, безусловно, но и больших карьерных перспектив для нее я не вижу. Компетенции нет. Компетенции создавать комфортную среду Лукашенко, ну, она может стать личной помощницей. Ну, нормальная тема, да. Будет его на пенсии окружать вниманием и заботой. Вот. Почему нет такой консильери при бывшем диктаторе? Очень мило, по-моему. Дзякуй, Воля. Дзякуй, сябры, што былі з намі. Падпісвайцеся на канал ТОК, каб не прапусціць новыя выпускі, аналітычныя выпускі з эканамічнай глядальніцай, галоўнай рэдактаркі Плана Б Воля Ілойка. Я нагадаю, што вы можете падтрымаць праект ТОК рублём. У апісанні пад гэтым відэо вы знойдзеце розныя варыянты, як гэта можна зрабіць. Можна праз PayPal, можна праз Buy Me a Coffee. Любыя варыянты дасяжныя, нават можна ахвяраваць цяпер нам криптой. І мы будзем вам за гэта вельмі і вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі.